Рука не соскользнет, и нет ни капли страха, а только страсть узнать, что там, в земли плену, в глухом колодце космоса земного, как он предчувствовал, спускаясь в глубину. Он спускался все глубже и глубже. Это был уже не первый его спуск, но каждый раз не хватало веревки. На этот раз он прихватил ее с большим запасом. И вот, по новому ощущению понял, стен вокруг больше нет. Ласковая прохлада неведомого пространства заключила его в свои объятия. Он потянулся влево и почувствовал под ногой небольшой выступ. Только один крохотный выступ, а вокруг простиралась пустота. И хотя глаза уже стали привыкать к темноте, он не видел края этого нового, не только для него мира. Так впервые человек ступил под своды Новоафонской пещеры. На глубину 35 метров спустился местный житель Нового Афона Гиви Смыр. Но спуститься до самого дна и пройти ее по горизонтали удалось группе спелеологов. Это был 16-летний Гиви Смыр. Шел 1962 год. Для нескольких поколений жителей Абхазии и ее гостей Новый Афон – это не только древняя Анакопия, храм святого апостола Симона Канонита, величественный монастырь святителя Пантелеймона, голубой пруд у дороги и благодать, сходящая на каждого, кто ступает на полустертые миллионами ног каменные ступени, ведущие меж строгими силуэтами олив и кипарисов к храму. Новый Афон – это не только редкие по красоте восходы и закаты, полюбоваться на которые на вершину древней крепости вот уже много веков поднимаются люди. И независимо от века, одни восходят босиком, а иные ропщут, как тяжела, как крута дорога. Восхождение на Анакопию – это как жизнь, и каждый проживает ее по-своему. Так написал однажды друг Гиви, замечательный писатель Даур Зантария. В Абхазии каждый как легенду слышал в детстве, что живет в Афоне Гиви Смыр. Гиви был для нас живой и счастливой легендой. И хотя Гиви нет с нами уже год, и горечь потери ощущают не только его родные и друзья, но и без преувеличения все, кто был с ним знаком хоть мимолетно, Новый Афон для нас был и остается неразрывно связанным с именем Гиви. И так будет еще очень долго, а может быть и всегда. Гиви был особенным человеком. Он родился в особый день истории человечества, 9 мая 1945 года. По воспоминаниям друзей детства, мальчишкой Гиви Смыр рос обычным, разве что в его сердце доброты помещалось больше, чем у других. Конечно, эта небывалая концентрация доброты исходила из семьи, в которой детей любили, умели любить. Аҩнусҟа ҭагылазаашьа шыҟоу, иҭышәынтәоу аҭагылазаашьа шыҟоу, аԥсуара иахахаҵгыло, ихныҟәырго, иаабац абас аԥсуа ҭаацәарак иеиԥшын Гиви дызлыҵыз аҭаҳцәара. Ари ҳәарада ас еиԥш иҟоу ааӡара хыҟоу аҭаҳцәараҿы уи иалиаауа аҵеира ирнымԥшыр ауом, иашала еибаҳҳәа. Гиви еиҳаба Лиова ԥсаҭа бзиа ақәра изнымҵаӡеит акәымзар, ари ҷыдала ихәыцуаз, ҷыдала гәыбылра змаз, ҷыдала уаҵәтәи ҳԥеиԥш иазхәыцуаз аҷкәын иакәын. Нас анцәа иаԥимшьеит ақәра нҵара. Гиви абарҭ аҟазшьа бзиаӡақәаз зегьы иара имԥшит. Раԥхьа иргылан Гиви игәы былуан.
Ишер замацрагзым, игуларази и блон, ижлази блон, зигреха юажлар разыхан игу блон. Эта семья, в этой семье я как бы вырос, если честно говорить. Отец Гиви, дед Шамил, вот, это был настоящий абхазец, он этикет абхазовства было, понимаете, в нем. В тот период у него уже были очень интересные свои мысли. Вот. Хотя мы жили в той советской системе, но он как бы по-другому мыслил. И мы с Гивиком смотрели и думали, почему он так мыслит, почему у него на некоторые вещи традиционные, которые вокруг, там, в школе, там, в обществе произносятся, а он думал по-другому совершенно. Отец был у них необыкновенный, необыкновенный. Возле него всегда молодежь собиралась. Наверное, Гивик от него это перенял. Я не знаю. Папа там, что там, 4-классное образование имел, отец его. Потом работал вот директором Лашипста. Вот во время войны там был вот у него. Папа там директором лесхоза работал. Всегда вокруг него, и вот здесь при мне, я же знаю, всегда дети, молодежь, всегда возле папы собиралась. Вот как-то он мог вокруг себя собрать. Вот не знаю, чем он там обладал, какая в нем была такая магическая сила. Вот так же и Гивик. Вот точно так же, от мала до велика. Все, кому-то плохо, что-то, ну, я не знаю. Я же еще раз повторяюсь, я же говорю, вот он мог себя во всем обделить, только чтобы кому-то было хорошо. С Гиви нас, конечно, связывала большая такая человеческая дружба. Но она шла не от нас, потому что наши отцы были как братья. Дядя Шамел и Хаджарат Кожба, дядя Митя Смыр. Наши деды дружили, это уже 19 век. И были известны в те времена, как говорится, по всей Абхазии. Они корнями росли. И поэтому у Гиви была вот естественная любовь к Абхазии и к Псырцха, на Капи. И что очень интересно, то, что мало кто знает, вот Новоафонский монастырь, где стоит, это коренные земли прапрадеда Гиви. В 1876 году, 1875, перед русско-турецкой войной, за номинальную цену монахи выкупили эти земли, и они отошли ниже чуть-чуть, в общем. Каждый из сыновей Шамела Смыр чувствовал себя любимым. Наверное, в детстве зародилась в сердце Гиви необъятная любовь к человеку, как к таковому вообще. Он с юности поражал старших неким стержнем, неприсущим ровесникам, своеволием и даже бунтарством, при потрясающей доброте, щедрости и уважении к традициям. С друзьями он был скромен и открыт, со старшими почтителен. Он обладал способностью становиться одного роста с детьми и находил ключ к любому сердцу. Однако даже когда Гиви оставался один, казалось, он вел какой-то захватывающий диалог с невидимым стороннему глазу собеседником. Теперь, когда его нет, ощущение, что он воссоединился с иными мирами, которые всегда существовали для него параллельно с нашим, усилилось, и мы, осторожно подбирая слова, пытаемся объяснить самим себе, как же это он мог безошибочно угадывать среди сотен окружавших его людей тех, кого мог без стеснения впустить в свою творческую лабораторию. За 70 с небольшим лет земной жизни Гиви Шамелович немало успел. И как художник, и как мужчина, и как гражданин, и как, возможно, избранный, которому открываются миры. Это, может, не все поймут, но эти вещи я знаю немножко. Он видел то, что мы не видели, он видел иной мир. Он так спокойно говорил об Ажепче, о Гунде, как он с ними общался, потому что это древний род был охотников, горных ходоков, как охоцель зейпшин, абхазцы, как говорят, гейшхей зейпшин. Вот это фраза. И бросить белоснежную рыцарскую перчатку в жестокое и грязное лицо нашей современности. Эпиграфом к этой книге я сделал. Но почему это он сказал? Потому что он был как чист, как слеза ребенка. Избранные люди всегда общаются с пророком, покровителем леса и так далее, и они общались с ними. И вот он был наследник тех, потомок тех людей, на которых благосклонно смотрел Всевышний Ажепче.
У него же мастерская была, он сутками, бывало, не спал, постоянно. Начинал он вообще-то в моем присутствии уже здесь. Начинал он с глины, потом уже перешел на дерево, потом уже кисть появилась, краски. Вот это все вот именно в мою бытность, как-то так вот у него это все. А вот все это он связывал, у него такая символика была, хасша забрезиги хапишитха. Вот других у него не было слов. Оно не только Афон. Мне кажется, вот сыпсуп хазхазыбхезом, вот мне кажется, они потеряли в нем вот такую вот личность, огромную личность. Я ему часто говорю: Гивик, если так с тобой говорят не потому, что ты Гиви Смыр, а потому что ты абхазец Хадескон, урух псу, попасть увимоджу Хадескон вознызанла. Никогда, говорю, ты не забывай, Гивчик, что ты не только Гиви Смыр, а что ты уж псу. Он просто считал, что так должно быть. Это так и обязано, вот, что человек раз живет в этом мире, он обязан с природы. Вот у него все время ажейпщай. Он убрись сымшу бриеман создрум. Даже во сне он как-то мне рассказывал, когда вот после брата своего, я, говорит, видел, говорит, его в шляпе в какой-то, говорит, и орел, говорит, абряжейпща, япхе, ажейпщ, убри, япхе, докосфяха. Вот он все это связывал вот с такими мистическими вещами. Я был младше, но когда он разговаривал, мне было интересно слушать его. Он завлекал своим складом характера, своей свободолюбивостью, да. В моем сознании это еще больше укреплялось. Будем так говорить, Афон маленький, мы все как бы на виду. Я о своем отношении сказал, этот человек, значит, да, был старше меня, но со всеми общался, да. Ну, тогда еще, я помню, просто как с равными себе, то есть, да, и молодежь его вся любила. И даже до последних дней, пока он был жив, то есть он находил с юношами, да, он знал их в лицо, они с почтением относились к нему, с большим уважением. Возникали какие-то вопросы жизненные, да, все обращались к нему. То есть и он их решал, вы понимаете, с каждым в отдельности. И у него был, я скажу, как бы талант, да, то есть не голосом, а своим характером, своим спокойствием, значит, взвешенно все эти вопросы регулировать. А что для меня он был примером вообще всей моей жизни, это факт. А почему я это так говорю? Потому что с детства, вот как ему 13 или 14 лет исполнилось, он такое сделал, это подвиг считается, да, это какая польза для нашей страны. Пещеру открыл, Гиви Шамил все время по лесам ходит. Ну, как легенды у нас в деревнях про него такие рассказы ходили. И, естественно, каждый стремился увидеть его поближе. Это у меня всю жизнь это эталонно было. Ну, так посчастливилось мне. Друзья, которые у меня были в деревне, постарше меня, они раньше меня начали в Афон ездить и познакомились с ним. И я, естественно, просил их: познакомьте меня, вот рядом посижу, когда вы разговариваете, буду смотреть на него, что это за человек. Это сверхчеловек для меня был Дезбанцев. А Денис Беагисфик. Вот он беседует с друзьями в кругу своих. У меня слова я не могу найти, что вставить. Только завораживающий слушаешь его. Первый раз, когда я его увидел, ну, как-то, ну, вижу, человек творческий. Серьезно не стал воспринимать, думаю, наверное, человек, который занимался искусством, он как-то, но он учился всему сразу, с полуслова все понимал. Это человек, который был достоин доверия и уважения. Без этого нельзя было быть таким, как он. И люди, основная масса, все даже вот сегодня, многие афонцы гордятся тем, что они были знакомы с ним. Миры действительно открывались вдохновением мастера. С юности до последних мгновений он создавал скульптуры, графические работы, живописные полотна, не зная удержу в образах и сюжетах, и неизведанными пещерами, приглашавшими именно его первым шагнуть в подземные чертоги.
Далеко не все знают, что Гиви Смыр был первооткрывателем не только знаменитой Новоафонской пещеры, но и еще многих других, возможно, не столь масштабных, но не менее прекрасных пещер. Судя по всему, страстное желание постоянно приоткрывать людям частицу иных миров и, более того, создавать их, родилось вместе с ним. Отсюда эта тяга творить. Наши пути сошлись в искусстве. Хотя он уже начинал работать, а я как бы присматривал то, что он делает. Нравилось мне это все. Вот. У него уже были свои живописные работы. Вот. А потом мы как-то вместе начали заниматься скульптурой. Это первая была лепка из глины. Мы уходили на море, там брали морскую глину вот эту и лепили фигуры. Это была такая учебный класс, я бы сказал. И даже настолько много было работ сделано, что мы даже сделали выставку в доме учителя. Это художник, я бы сказал, экспериментатор. Понимаете, он всегда искал какие-то новые формы, новые какие-то сюжеты у него часто выходили, очень удивительные сюжеты, связанные с эпосами, с абхазскими, потом связаны были с махаджирством, очень интересные были сюжеты, героика. Вот, женские фигуры были великолепные у него, мужские портреты. Хорошо писал с натуры. Он на самом деле художник был. Все остальное, которое было связано, это было как бы второстепенно. Вот он до последних дней своих он держал в руке кисть. Любое там, где-то вот он уйдет в лес, когда с каким-нибудь корнем тащится домой, скинет вечные эти корни огромные, эти вечные древесину какую-то, вечно какие-то коряги таскал, какие-то камни. И вот потом начинает рассказывать, вот это вот о чем говорит, вот посмотри из этого, что можно сделать. И начинал все это объяснять, и вот этого он фантазировал, что поневоле начинал тоже туда входить, в его фантазию. Хочешь, не хочешь, но вот как-то вот получалось, он так образно все это говорил, по-страшному образно. И думаешь, на самом деле похоже. При этом у Гиви не было специального образования. Он учился писать и ваять у воды и ветра. Его не останавливало отсутствие холстов и красок. Он был неприхотлив, потому что у него всегда было главное – связь с природой, давшей ему силы видеть, чувствовать и воплощать увиденное, открывать свое мироощущение другим людям. يريزهن يقدزامز يروبريجي نسخان شام خدت قدام شالزت حبايرت از كرشوك سويت هند كار في ريسبوبليكا نس بيجيب دو اناشتوان وبريانت زي زبتت اسحمت ساعات يرتي اخوي اخاني محتز صراحه انت ساعات صرتني لك سلامها Избанзер Ярахан Джошеш Джерам чин гидаштамыз мал гидаштадзамыз избзала каматарк абриаб адгилач аматарк урзик шварази дырвана кырдзейсна кырдзадеха тхаракана да а совет ханткарача экология бзара позиграб хадицурз гасмыргивио Джоши был без банзерия образование ла класс крови без банзер при хама пешен чекала амни нисqa биду хайц эцасва изнесла ваня через Япон университет из Дзилгазер с другом сдахай и рус псабаралан шадиши Я шаддакан бишан хальцен рцхаша Виталик Дан смер снак усихол. Фрибай губриш куда хасм бадзати. Вот вас казар уси закнул чагравет. Ахан и усум такой какал рахчагаратах. Избанзер хара Сарож сахар тахраб зирва тапа салгет нас карт салгет.
Ацариур такуирылга зыги хайхамоп Европа пенра. А Бартовиджи, вот абригивиги Русланги, абрака адзихи юзо хацхарташта. Из банза абне асахат тахра харей шах дырва. Харей зла дырва сахат тахра. Убрташага зага квиртадзо. Харей зла дырва. Артда шашага зага кала язнез вау. Разен загун хусусто. И призахан нусас бияна гутита ицек дакакат царак гавод. В центральном выставочном зале Союза художников Абхазии проходила выставка совместная Гиви Шамиловича с Русланом Владимировичем Пандари. И меня эта выставка, я помню, тогда очень поразила, и особенно поразил сам Гиви Шамилович. Что, собственно говоря, меня впечатлило? В Фейсбуке я написал такие слова. Этот человек был как сталактит, натекший по капле самородок нового Афона, от красоты которого вся Абхазия не могла оторвать свои глаза. Когда ты знаешь, например, что человек учился в художественном училище или в академии, да, у него были определенные учителя, были определенные интересы, направления в искусстве, да, тогда легче понять, приблизиться, понять человеческую личность. А когда самородок, в некотором смысле, это тяжелее. Почему? Потому что ты не всегда понимаешь формирующие, да, значит, среду. Заходишь в Новоафонскую пещеру, открытую Гивием Шамиловичем, да, заходишь, и вроде бы кажется, что все эти сталактиты, все остальное, в принципе, они все как бы одинаковые, да, такое впечатление первое, но стоя начинаешь присматриваться к каждой из них, и ты понимаешь, что каждая очень индивидуально, каждая формировалась своеобразно. Вот Гиви Шамилович был из этой категории, поэтому рационально понять его самого как личность и его творчество невозможно. Формирование его личности, да, связано прежде всего с новым Афоном. И это навсегда останется. Что эта красота, эти памятники культуры, которые здесь находятся и в окрестностях, что все они, конечно, безусловно, сыграли очень важную роль в жизни и становлении Гиви Шамиловича. Как писал Даур Зантария, работы Гиви на камне не скульптуры, а археология камня. Словно он не обрабатывает камень, а могучими движениями, резце в его руках как продолжение рук, отрывает от них внешнюю оболочку и вскрывает форму, затаенную в них изначально. А вот как описывает Даур Зантария мастерскую художника. Дверь открыта, я захожу. Языческие сюжеты. Синие, зеленые, фиолетовые тона. Не секрет, почему его картины писаны на деревянных досках. На покупку холста у Гиви денег нет, и он разломал свою домашнюю мебель, чтобы писать картины на стенах и на дверях комодов и сервантов. Также объясняется то, что в палитре преобладают определенные цвета. Это краски, которыми из своих запасов поделились с Гиви его поклонники. Мне больше по душе работы Гиви на камне. Но тут дома их единицы, остальные разбросаны в разных местах по горам. Пока я спал, хозяин мой успел в качестве разминки взбежать на Иверскую гору, на которой развалины славной Анакопии, успел искупаться в речке под водопадом, ирригационное сооружение, построенное при царе Александре III, и успел уже приняться за раскопки. Удивительные связи у Гиви Смыр с Фортуной, этой своеобразной богиней удачи у эллинов, и не только у них. Городище эпохи позднего палеолита он раскопал у себя в собственном дворе. Гиви Смыр, без преувеличения, такая же достопримечательность нового Афона, как исторические памятники. Рассказ о нем следует начинать не со дня его рождения, и даже не с его родословной, а, по крайней мере, с палеолита, когда землю населяли люди, кому жилищами служили пещеры, орудием кремень. И в этом Гиви убедил меня раз и навсегда. Бог не был укрыт от их счастливого взгляда. Они лицезрели его, как мы звезды, солнце и луну. Гиви работал один. Он показал мне свои находки.
изделие позднего каменного века, когда открытие бронзы уже запаздывало. В обработке камня предки наши достигли такого же искусства, как Гиви, нынешний продолжатель их дела. Он сам похож на неандертальца или кроманьонца, сутуловатый, с огромными могучими руками, с горящим взглядом. Новое поколение уже не может понять, что наше детство и юность проходили под пристальным вниманием государства и общества. Каждый должен был учиться, а выучившись, работать на благо общества. Кто не работал, тот не только не ел, но и получал срок за тунеядство. Обществу зачастую помогали родители, заставляя носить пионерский галстук, учить ненавистную химию и стричься полубоксом. Однажды Гиви ушел из школы и больше не вернулся, не стал учиться. Занимаясь самообразованием, он усваивает только то, что ему нужно. Нигде не работает, уходит на несколько месяцев в горы, где питается невесть чем, затем появляется, таща на спине огромный камень. Побудет дома, чуть не сказал в долине, недолго и снова по горным тропам. Облюбует в горах камень, присядет к нему и начинает его тесать, придавая камню причудливую скульптурную форму. При этом вовсе не заботясь о том, что камень лежит в таком месте, откуда его транспортировать вниз невозможно. Он творил из года в год, даже не предполагая зрителя в общепринятом смысле этого понятия. А может быть, горы и леса действительно населены теми существами, которых он изображает в своих каменных изваяниях? Может быть, они есть суть его творчества? То, что кому-то удавалось быть свободным в несвободном обществе, делало и нас чуточку свободнее, продолжает Даур Зантария об удивительном феномене Гиви. Хиппи на Западе появились позже, но это было целое движение, а Гиви был один. Как же ему это удавалось? Думаю, что счастливые обстоятельства способствовали тому, что власть так и не посягнула всерьез на его свободу. Пещера, которую обнаружил Гиви Смыр, была государством оборудована по последнему слову техники. Всесоюзная стройка, специальные вагоны провозили по тоннелю туристов в залы пещеры, эффектно освещенной. Экскурсии проходили с музыкальным сопровождением. Пещеру посмотрели миллионы людей, она принесла государству миллиардные доходы. Надо ли говорить, что сам первооткрыватель не получил от этого ни гроша? Так что юношу, который сам никакими благами общественными не пользовался, трудно было упрекнуть в том, что он не принес пользы обществу. При всей неизмеримой доброте и великодушии Гиви, если речь шла о судьбе того, что было ему дорого, он становился жестким и непримиримым. Он объявлял голодовку в знак протеста против уничтожения самобытности нового Афона, чтобы привлечь внимание к проблеме. Сколько раз он оказывался один против многих и побеждал. Когда мне о нем рассказывали, прежде чем даже познакомился, кто-то из женщин абхазских: «О, Гиви Смыр, это мы его называем ходячая совесть». Очень яркий эпизод. Хотели спрямить дорогу, которая идет в Ануху, вокруг Иверской горы, там есть такой поворот налево. И они хотели ее спрямить, чтобы, значит, удобнее было. И они начали долбить скалу, как бы выгрызать. И что сделал Гивик? Он пришел туда и сел на землю и сидит. Ну, пока я тут сижу, вы ничего делать не будете. Ну, что с ним делать? Вязать его, хватать, тащить. Просто сидел и все. Что-то ему там кто-то приносил еду, воду. Тут круглые сутки сидел. Вроде бы, как бы понимая, что это не политический маневр, а это было, значит, так, его позыв души, чтобы Иверскую гору сохранить, на которой, значит, столько много исторических ценностей. Он, значит, пробил дорогу туда, к Симону Канониту, с его помощью, с помощью друзей его. То есть был и духовным, и культурным, и прекрасным другом и человеком. Светлая память. Гиви была вот естественная любовь к Абхазии и к Псырцхану, к Капии. Все, что там, все красоты, что есть, он как вот ребенок
дорожил каждым кустиком, каждым деревом, каждым камнем. И всю свою душу вкладывал возрождение Анакапии. Вот его бережное, трепетное чувство отношения к природе, к окружающей среде, к людям. Невероятная доброта. Это все было искренне. Это вот природа настоящего человека, настоящего абхаза. Потому что он кроме леса, ничего, для него только вот природа была. Вы же знаете, как он еще в те года, когда забастовка, голодовки устраивал. Лишь бы только ничего не испортилось, лишь вот природа. Он всегда говорил, как можно против этой природы идти, как можно ее там что-то испортить, что-то там выкопать, там что-то делать. Всегда он только этим. Вот для него это была святость. Во время Отечественной войны народа Абхазии он на передовой. Понадобилось, возглавил штаб 1-го батальона Гуместинского оборонительного рубежа, позже командует 4-м мотострелковым батальоном. Даже во время войны он в интервью журналистам абхазского телевидения подчеркивает, что у него еще остается надежда на то, что во врагах победит человеческая сущность. Вот если сейчас тебе дали бы там лист бумаги и карандаш, кого бы ты нарисовал? Кого бы я нарисовал? Ха-ха, странный вопрос. Кого бы я нарисовал? Да, действительно, есть о чем задуматься. Кого бы я нарисовал? Да, ну, наверное, младенца. Да, наверное, младенца, да, действительно, который... Да, который, в общем, надеется на будущее, да, прежде всего. Почему? Ну, самое тревожное, что сейчас на сегодняшний день, это, конечно, судьба будущего поколения. Вот. Все поставлено вот на карту. Будет ли иметь будущее Абхазия или нет. И вот я полагаю, что мать с младенцем бы нарисовал. А какой ты видишь исход этой войны? Ну, я боюсь таким предвзятым показаться сейчас вам, но, конечно, я вижу исход этой войны таким справедливым исходом. В общем, если мы обратим свой взор к традициям наших предков, к истории, то у нас будет успех. Вот я вижу. И это, правда, очень сложно получается, но есть движение к этому. И это приведет, бесспорно, к успеху. До войны, вот, тем более, вот, люди творчества вот, у нас, и у тебя тоже, наверное, были друзья, художники, грузины. Вот ты когда-нибудь думал, что вот они возьмут оружие и нападут на нас? Да, что так уже это самое, все это жестоко обернется ситуацией, я, конечно, не предполагал. Вот. Даже и сейчас, когда вот мы уже столкнулись с этим, все равно у меня очень это самое внутреннее, что ли, противоречие в этом плане. Я никак не могу еще освоиться с этим. Не вижу в противнике, что ли, явного врага, который должен быть, в моем понятии, уничтожен. Я верю все-таки в разумные, здоровые силы противника. Вот это вот у меня вообще так внутренняя эта проблема есть. Мощный подъем народного духа во время войны сменился разочарованием. Мужественный, самодостаточный человек, Гиви чувствует себя подавленным, как никогда прежде. Он ищет утешения в творчестве, но даже оно не уводит от мрачных мыслей. Интервью, которое он дает своей мастерской в Новом Афоне под крики павлинов, поражает. Как никогда прежде, Гиви обнажает свою сущность, сущность человека, совершенно неспособного к фальши. Вы счастливы, что вы Абхазия?
нельзя счастье. Но вы счастливы, что ваш народ имеет такого, как вы? Я несчастлив. Вы счастливы, что вы живете в этой жизни? Счастье, это нужно. А что такое счастье? Но я предполагаю, что есть обитель другая. Она поднебесье, там, наверху. Все самое ужасное, что происходит от того, что могилы ушедших становятся более уютнее и теплее, чем эта безобразная действительность, мерзкая, гнусная. И вот самые пламенные люди, самые искренне любящие свою родину, они бы желали выйти в тот мир, чем находиться в этом пошлом, грязном. Вот мое мнение. В этом интервью очевидно, как он тяготится вниманием, которое приковано к нему как к яркому, незаурядному человеку. Он предпочитал простые отношения и с каждым разговаривал как с близким, родным, словно их связывали годы проверенной дружбы. Еще в советские годы гражданин маленькой Черноморской Абхазии Гиви Смыр был удостоен особой международной награды, которую вручали неординарным людям, вопреки обстоятельствам, сумевшим повлиять на мир вокруг себя. После войны он вдохновил на восстановление исторического нового Афона юношей и подростков, изнывавших от безделья. Он заразил их своей любовью к городу и даже платил им немного денег, выручаемых с продажи собственных живописных работ. К интервью, если его, неуловимого, удавалось заполучить в качестве интервьюируемого, он относился очень ответственно и каждый раз переводил разговор с собственного «я» на спасенный им любимый Афон, на проблемы, которые еще предстоит решить, на то, что лавина туристов губительна для пещерной флоры и фауны. Женщины занимали в сердце, в жизни и творчестве Гиви место, какое и подобает занимать женщине, главному украшению мира. Но одно дело богиня, героиня его картин, основа большинства его сюжетов, и совсем другое – живые, реальные женщины. А с реальными женщинами у мужчин, даже если они общаются с богами, редко складываются спокойные отношения. Тем не менее, в случае Гиви его отношение к женщине как таковой остается уважительно восхищенным. Он до конца жизни сохраняет способность очаровываться женской сущностью и женской красотой. Для него обычные окружавшие его женщины и богини – существа одной природы, и относится он к ним соответствующе. Гиви был счастливым отцом 3 сыновей – Гудисы, Улиса и Азиза. Особо надо сказать о женщине, матери его младших сыновей, которая украсила и продлила жизнь на десятилетия. Наверное, не случайно Гиви встретилась с Жаклин, спутница последних, послевоенных лет его жизни. Как могла она, оберегала супруга. Но разве можно остановить водопад или предотвратить извержение вулкана? Ведь Гиви живет наотмашь. Невозможно представить его берегущим себя. Он и не берег. Последние 15 лет жизни Гиви Шамелович Смыр был директором той самой, открытой им в юности, Новоафонской пещеры. Но это мало повлияло на его образ жизни и отношение к окружающему миру. Он остался самим собой и по-прежнему тяготился излишней суетой, которая набирала обороты в геометрической прогрессии к темпам технического прогресса. Человек, который имел вот такой колоссальнейший опыт, да, жизненный опыт, человек, который, я бы даже сказал, был каким-то мостом, да, между и уходящей эпохой и новой эпохой. Почему мостом?
потому что, например, других личностей я не могу назвать мостом. Почему? Потому что они были людьми своего времени, советского времени, они и не стали людьми нового времени. А Гиви Шамилович в советское время был новым человеком, который не воспринимал все то, что происходило в то время, да, некий бунтарь того времени, да, как и Руслан Пандария. И поэтому они были связующим, почему? Потому что они вот это предвидели, вот, и мы не можем сказать, что они совершенно из другой стороны вдруг оказались новой. Поэтому это связующие, и вот такие связующие звенья нам нужны. Почему? Потому что, как мне кажется, мы очень резко сегодня распиливаем, разрезаем прошлое, настоящее, будущее. И порой такие провалы, да, и мы не можем соединиться. А если мы не можем, у нас не будет вот этих мостов, да, связующие разные поколения, разные эпохи, разное время, тогда мы не можем, понимаете, цельно воспринимать историю нашего народа. История с провалами, да, это та история, которая не имеет единой линии, да, единого связующего звена. А без связки выстроить цепочку прошлого, настоящего и будущего невозможно. Аджи сабейс храри, сабсадгил яхоши ихасцарихи хосозу якон. Гиви пшио харахажла тизгаз руктежигло хатео. Таква цот аха юхам что хашсахе кого. Гиви пшихаз сабсадгил бзиз боз, зуажлар бзиз боз, зыжла бзиз боз, зыжла атаракызос, юпсах шедугу поулю, юзюпсах водугу. Гиви яникало затырп яшала и бахра, ахартара дари водою, аханшеду сиро, гиви и психолтаз хык хаща разход, абриквал пшда. И абрикол шаха зынаква, ябштри нукнагоз, абри и цейра рылы шмыдзраз хаша сихо. Я счастливый человек. Я имела счастье жить и быть очень короткое время знакома с Дауром Зантария. А благодаря ему, его произведениям я начала узнавать людей. И один из них – это Гиви Смыр. Это особая личность, это особый человек. У любого народа таких людей, такого уровня, как Гиви, как Даур Зантария, не может быть много. Их всегда очень мало. Они остаются в века. И они становятся людьми-легендами. А Гиви при жизни был уже легендой. Мне кажется, что мой народ – счастливый народ. И имея таких людей, как Гиви Смыр, он останется в века. В день 70-летия Гиви Батал Кабахи оставил запись в интернет-журнале. Гиви – самородок, один из тех, кто является основой, осью, на которой держится наша культура, ценности. Благодаря ему и я состоялся и стал тем, кто я есть. Его влияние было весьма важно. Я имел счастье быть и жить в той среде, в которой он творил как художник, как гражданин. Он, который всегда разводит руками, что у него не получается, делает гораздо больше, чем те, кто за заслуги получают знаки почета. Он – наша соль земли, носитель неоспоримых ценностей. Под этими словами готовы подписаться сотни людей. Гиви действительно был, и что особенно важно и сегодня остается осью, на которой держатся наши культурные ценности. Год назад мы с трудом представляли, как нам придется жить без него. И вот мы уже прожили первый год с ощущением огромной пустоты в сердце. Настолько велик и значителен он был, и всегда немного стеснялся этого. Не любил привлекать к себе внимание. Внимание и интерес сами бежали за ним повсюду, куда бы он ни отправился. Уж такой он был человек.
приходится смириться, что окончен земной путь удивительного человека, с которым нам посчастливилось немного пожить рядом на этом свете, и которого больше нет в нашем суетном мире. Остались его дети, художественные образы, прекрасный новый Афон и наша любовь к нему, и свободная Абхазия, которая, как он надеялся, непременно правильно распорядится своей судьбой. Мы приезжаем в Новый Афон, где каждый камень, каждое дерево напоминают о Гиве. Нет сомнения, что и сам он здесь. Просто, как и мечтал, воссоединился с мирами, о существовании которых нам так настойчиво рассказывал в своих живописных работах, в скульптурах, да, впрочем, самим фактом своей удивительной жизни. Значимость Анакапии, но бесспорно, это история, это наши предки, это единство народа. Он и сегодня со своим Афоном, в первых лучах солнца на рассвете, в прохладной росе, в облаках, а значит, и рядом с нами.